Салем, Казахстан, салем, Российская Федерация. Приветствую Башкирию. У нас из Башкирии сразу 3 гостя. У нас такой импровизированный круглый стол будет. В нем участвует Альберт Бурангулов, Альфия Узянбаева и Рамиля Саитова. Значит, мы вначале всех зрителей познакомим с каждым нашим героем. Каждый герой у нас расскажет немножко о себе, и мы потом приступим к разговору о Башкирии и в целом о национальной политике Российской Федерации, о московской политике по отношению к автономиям, к республикам, к коренным народам. Давайте мы начнем знакомиться. Значит, у нас Альфия Узенбаева, это налоговый инспектор. Сейчас каждый расскажет о них сам о себе. Значит, Альберт Бурангулов у нас врач-остеопат. Я правильно говорю? Правильно. Да. И Рамиля Саитова у нас получается кто? Я председатель башкирского отделения Российской социалистической партии. А по профессии, по образованию? Политик. Юрист. Юрист-политик. Так, ну давайте, ребята, значит, девчата, вы могли бы каждый о себе немножко рассказать Башкирии, Российской Федерации, всем, как бы, значит, зрителям постсоветского пространства, Казахстану, кто вы, чем занимались и как вы пришли в политику? Альфия, давайте начнем с вас. Ну, может, с мужчины? Все-таки у нас... Ничего страшного, у нас нет такого. Я немножко восточная женщина, поэтому привыкла сказать, что мужчина должен быть всем. Ну, коли уже дали слово, скажу, да? Город Кибай, я экс-госслужащий, я уже не налоговик, но моя профессия перешла как в общественную плоскость, да, и я по борьбе с коррупцией. То есть меня мой режим воспитал, научил и отпустил, чтобы я дальше копала там, где до этого прятали. Альфия, а что вы закончили? Башкирский государственный аграрный университет города Уфы, экономика, бухучет, аудит и финансы. Ну, как бы, налоговый инспектор – это там все копаешь, и юридическая вещь. Экономические, финансовые. Да. Так, вообще, в принципе, сейчас в данное время вы, получается, вне налоговой службы. Чем занимаетесь? Мы общественники, занимаемся коррупцией. Насколько это мы можем пролить. Ну и я выдвигалась в депутаты, горсовет города Сибая, депутаты Баймакского района, да. Естественно, я не от партии «Единая Россия», я оппозиция «Единой России», да. У нас очень жесткие отношения с правящей партией на сегодняшний день. Я помогаю больше коммунистической партии, но сама выдвигалась от «Справедливой России», партии Мирон. Понятно. Мы как не прошли, плеснулись, и с тех пор у нас очень острые отношения с властными органами. Ясно. Которые... Альберт, давайте к вам перейдем. Значит, вы врач, вы закончили, наверное, тоже в Уфе, да? Нет, я закончил Московский государственный университет №1 имени Сеченова. Это было в далеком, получается, 95-м году. Потом по направлению, тогда надо было обязательно отработать, по направлению Свердловский отработал 5 лет. Потом вернулся уже в Башкирию. И до сих пор, до сегодняшнего дня, до сегодняшней секунды я уже проживаю в городе Уфе и занимаюсь лечением, восстановлением здоровья башкортов. Ясно. У вас такой московский, свердловский акцент такой. Видимо, он появился. Значит, Рамиля, расскажите немножко в 2 словах о себе, о своем образовании и опыте работы. Я закончила Московский Плехановский институт. У меня такая экзотическая специальность товаровед. Но в это время началась перестройка, я занялась предпринимательством. Была лучшей деловой женщиной России в 99 году. После этого у меня бизнес с треском отняли, выдавили никуда. И постепенно я пришла в политику с целью вернуть бизнес, восстановить вообще справедливость. И втянулась
И что? Ну, что из последнего? Я претендовала на место мэра города Уфы год назад, примерно, по-моему, или полтора года назад. И год назад я претендовала на должность главы Республики Башкортостан. Ясно. Ну вот смотрите, ребята, значит, мы говорим о Башкирии. Со стороны, с точки зрения Казахстана, который, слава богу, оторвался от России и стал независимым государством, значит, мы смотрим на автономию там, Китая, России, как на, ну, честно говоря, на народы, которые в какой-то степени несчастные и не могут выйти из вот такой кабалы. И эта кабала, она выражается и в национальной политике, и в языковой политике, и в кадровой политике, и в политике центра по отношению к республикам, как к крайней империи. И вот весь этот клубок, он нарастает, обрусение увеличивается. Проблема обрусения, она стоит, скажем так, ребром. Большая проблема в школах, проблема большая с изучением коренного языка. Независимо это Башкирия, Бурятия, Карачаево-Черкесия или там Удмуртия, везде проблемы в разной степени очень тяжелые. Вот какая ситуация с вашей колокольни, когда вы варитесь в самом соку, вы варитесь вот внутри вот этих проблем, как она видится вам? Насколько все это тяжело или хорошо? Может быть, вам счастливо, может быть, Башкирия всегда мечтала быть в составе России, и, может быть, она никогда не захочет оттуда уйти. И, боже мой, может быть, это мечта последняя, о чем может мечтать человек или какой-либо народ на земном шаре. Давайте попробуем поразмышлять и посмотреть на ситуацию изнутри. Кто первый скажет? Кто из вас самый смелый? Давайте я скажу тогда. Давайте я скажу. На сегодняшний день вы правильно подметили, что мы, Республика Башкортостан, если смотреть на карту, мы индейская резервация. Мы со всех сторон, это или Пермь, или Курган, или Челябинск, или Оренбург, там, мы со всех сторон как бы в резервации. Причем окружены своими же бывшими землями. Исторический Башкортостан. Это понятие определения исторический Башкортостан дали еще в 1980-х годах, где-то историки, по-моему, если не ошибаюсь, Асфендияров. И вот тарихи Башкортостан, исторический Башкортостан, это как бы, он и есть, если посмотреть, Ахмед Заки Валиди, Башкурдистан, который они организовали как страна Башкир, да, со статусом страна. То есть мы не республикообразующий народ, да, Башкортостан, а мы странообразующий, государствообразующий Башкортостана. То есть это было зафиксировано документально в соглашении, где подписывали, с одной стороны, Ленин, Сталин, с другой стороны, башкирское правительство. Башкирское правительство было на 2 года раньше основано, чем рабоче-крестьянское правительство. То есть, если смотреть Башкурдистан, правительство, оно было старше на 2 года. Ну, эту память, даже эту историческую память у нас пытаются стереть. Ну вот смотрите, какая ситуация вообще по школам, какая ситуация вот по руководящим кадрам в министерствах Башкортостана? Мне кажется, силовой блок полностью состоит из руководителей, которых назначены с Москвы, и порой часто не коренной национальности. Значит, почему-то Москва не доверяет ФСБ, чтобы возглавляла, допустим, там местный башкир или местный бурят, или местный якут, или местный там дагестанец. То же самое по МВД, то же самое по там, КУИСу, там, по системе тюрем, там, по системе финансовой полиции и так далее. То есть они стараются все силовые структуры забрать на случай, если вдруг, не дай бог, там Башкирия захочет какие-то вопросы решать самостоятельно. То есть по всем фронтам, в том числе по языку, ситуация не очень ахти. Что вообще на самом деле происходит у вас там? Кто может ответить? Я примерно на этот вопрос отвечала. У нас уже была трансляция с Ермеком. Может, ты ответ? Да, могу с удовольствием ответить. Мое личное мнение, это если принимать во внимание, что
признание достоинства, присущее всем вот башкортам, человеческим семьям, мужчинам, женщинам и детям, это неотъемлемая часть нашего естественного права. Но на сегодняшний день, как Ермек правильно заметил, мы наблюдаем, и в частности меня этот вопрос вот прям эмоционально до слез, до глубины души трогает, потому что пренебрежение и презрение к правам человечества именно башкортов в нашей республике привели к варварским актам, которые возмущают и совесть человека, и что создание такого мира, в котором люди должны иметь свободу слова, да, свободу мысли, оно как бы существует в конституциях, но это образно. Фактически, действительно, как Ермек дальше замечал, вот, что действительно идет ущемление изучения родного языка, родного правописания, наши традиции. Если посмотреть культурно-массовые мероприятия, да, то взять лет 10 назад, вот это духовный рост, театры, они намного стали ниже и меньше. Это как раз и укрепляло нашу культуру, наше этничество. И все это уходит уже в никуда, что отдается вот большой болью лично в моем вот душе, в сердце. А можно пример? Пример, да. Буквально вот в 2019 году проходили у нас акты протеста. Вы, Ермек, наверное, в курсе, наверное, и россияне многие в курсе, что сокращались часы ведения башкирского языка в общеобразовательных школах. Это вот напрямую притязание именно на истотное право, на знание нашего вот языка. Оно неотъемлемая часть нашего народа, чего нельзя делать в корне. Вот один из примеров. Второй из примеров, я вот говорю, буквально если вернуться лет 10 назад, да, посмотреть культурную программу города, вот, наши театры, да, в которых выступали действительно наши башкирские актеры, и шли драмы, то на сегодняшний день, если посмотреть афишу, то это на порядок снижен. Осталось ли 15%? Я, конечно, статистику не проводил, но невооруженным взглядом это видно. Это видно. Это тоже потеря нашей культуры идет. Я добавлю, да? Если посмотреть на состав правительства Башкортостана, да, там башкир вообще нету. Вы посмотрите, кто у нас глава республики, да? Мы его как знали до этого, он киптярин, да? То есть не башкир уже. Ну, ему родословно написали. Со всем уважением к киптярам, да. Но не башкор. А к кем они относятся? Они относятся к татарам? Ну, мы даже не знаем, где они зависли. Они... Давайте по тебе. Это вот не башкор, да, вот как он говорит. Второй человек, да, вице-премьер, опять не башкор, да, Андрей Геннадьевич Назаров. Далеко не башкор. Прокурор Башкортостана, не башкор, да, Госсобрание Республики Башкортостан, Толкачев. Ну, фамилия, ясно, не Толкачбаев. То есть не башкор. Я не знаю, кто у нас сейчас Верховный суд возглавляет, да, но тоже опять не башкор. То есть, а рыба гниет с головы всегда. Поэтому и вся политика пошла вот такая же, все. Даже башкирских классов нету. А почему вот такая интересная разница? Почему вот в Татарстане ситуация заметно отличается? Почему там татары не дают, скажем так, Москве выталкивать коренной народ из каких-то позиций? Хотя понятное дело, что они прогинаются под Москву, по языку там, и так далее, по русификации и так далее. Но вот кадровые вопросы, они стараются отстаивать и дружно как-то выступает и оппозиция, и власти против Москвы. В этом отношении башкиры менее протестные, менее дружные. Что вот в этом плане не хватает? Ошибки какие-то есть? Я, может быть?
Давайте. Ага. Там, видимо, у Альберта, видимо, пациент подошел, я думаю, он вернется. Так, что касается Татарстана, почему там дела обстоят лучше? Потому что Татарстан – это проводник либеральной демократии в тюркскую среду. У них всегда все будет лучше, потому что это тот образец, который демонстрирует тюркскому миру о том, как хорошо может житься в России тюркам, вот, которые являются верно подданными. Вот. И, соответственно, вряд ли эта дружба внутри татар крепче, чем дружба внутри башкортов. Это именно внешние условия, которые не такие жесткие, а может быть даже вот намеренно возвышающие татар, вот как я повторюсь, как верно подданных над остальным тюркским миром, чтобы все к ним тянулись. И тут вот я думаю, что у нас еще про Идель-Урал зайдет разговор, вот этот либерально-демократический проект. Ну вот они проводники этого проекта, поэтому у них значительно лучше обстоят дела, я так думаю. Опять-таки, при всем моем уважении к татарским националистам, они там есть, их там благополучно давят, но, в общем, ситуация в Татарстане, конечно, коренным образом отличается. А какие все-таки есть ошибки внутренние в башкирском движении, которые Москве позволяют сильно продавливать, прогинать Башкирию? Ну, я думаю, тут у нас разговор про башкорт зайдет, да, и ты хочешь сказать, Альберт, да? Да, я бы хотел, если вы позволите, можно, да? Да, да. Вот смотрите, Ермек, буквально в том году, когда действительно произошли выборы, да, очень интересная картина наблюдалась. Вот, сначала было просто распоряжение о передаче наших трасс, дорог, главных, основных, которые соединяют вот нашу республику, город с остальными глубокими населенными пунктами, вот в том числе Сибая, да, там Бурзяна, Белорецка, вот направлении этих дорог передали федеральную агентство, это Росавтодор. Росавтодор. Это тоже считается, вот если взять в сравнение, вот лично мое мнение, вот, например, мы же знаем, вот имею я квартиру, допустим, у меня двухкомнатная квартира, имеется прихожая, имеется коридоры, да, и взяли, значит, коридор моей квартиры, передаем другому владельцу, а комнаты у меня остаются. Это в корне неправильно. Населенные пункты являются территориями Башкирии, а вот основные трассы дороги переданы в Федеральное агентство России Росавтодор. Вот это вот, это, во-первых, действительно уже притязание идет на территориальность, на суверенитет, да, но на автономию. О суверенитете здесь далеко речи нету, как вы вначале и заметили. На автономию. На автономию, да. На автономии. Вот это вот... То есть автономия выхолащивается. Да, можно сказать так. Можно сказать так. Ну и следующий момент. Очень много предприятий на протяжении где-то 15 лет, они вот поочередно, там, Уфамул Агропром, которые были предприятия, макаронные комбинат, которые были предприятия, они все тоже отошли во владение именно, так скажем, личностей Российской Федерации. То есть сейчас в республике крупномасштабных предприятий, которые именно имеют реестр и закреплены в республике, их тоже уже нету, не существует. Это какая ситуация, Альберт, Рамиля, Альфия, какая ситуация по школам? Вот, допустим, я хочу пример привести. В Казахстане до 1991 года, когда мы существовали в рамках Советского Союза, который был, я называю все-таки, для меня Советский Союз это была просто большая Россия. И в этом плане, значит, у нас русификация тоже в Казахстане была очень сильной. Пример приведу вам. Я в Тургайской области, у нас в областном центре, где я рос, значит, из 10 школ только одна была школа казахская, остальные русские. И даже вот
ну, у нас есть самые такие казахские, такие нагаз-казахские области, Южно-Казахстанская, там Джамбульская область. Так там, получается, в областном центре тоже из 60 школ только одна была казахская, остальные русские. И в целом по Казахстану где-то только 20% школ были на коренном языке, 80% на русском. Сейчас ситуация немножко изменилась, 60% школ на коренном языке. И потихоньку ситуация с каждым годом изменяется. А какая ситуация в Башкирии? Ситуация до 91 года какая была, сейчас какая? Мне кажется, у вас она идет не вверх, а наоборот продолжает вниз идти после 91 года, и даже где-то вот с учетом событий по массовому русификации, там, социальных сетей, там, интернета, ситуация углубляется. Как можно будет прокомментировать? Какие-то есть у вас примеры, что вы видите своими глазами в ваших городах? Я могу начать отвечать на этот вопрос, Ермек. Вот по поводу дошкольного образования и садиков яркий пример, потому что мы все являемся как бы так или иначе связаны с детьми. Да, у нас действительно буквально в 90-х годах очень было много развито башкирских именно садиков, где разговаривали на башкирском языке, и дети были, обучались, и нянечки, и логопеды были, все на башкирском языке. Но сейчас вот тот садик, куда ходила моя племянница, я знаю, точно был вот такого направления. Сейчас он чисто на русском языке. То есть вот по предприятиям дошкольного образования это явно видно. Но следующий момент, можно сказать, тоже мы наблюдаем, явно видно, лично с моей стороны, с моей колокольни, так скажем, да, вот по среднешкольным образованиям тоже существовали башкирские гимназии, башкирские лицеи. Но если иметь правовой статус, они также называются башкирские лицеи, башкирские гимназии. Но вот от самого корня слова башкирский там ничего не осталось. Буквально минут 5 назад я вам говорил, что в 2019 году прошла программа по Министерству образования именно о сокращении часов по родному языку башкирскому, что очень сильно взволновало нас, как родителей, да, и педагогов. И поэтому это прямо видно. Угу. Сокращение насколько сильно изменилось? Допустим, если вот сравнивать часы на русском языке и на башкирском языке, сколько часов примерно там в 2-3 раза? Сколько раз в неделю примерно? Ну, постепенно все шло, уменьшали, и в итоге получилось, что всего 1 час это государственный язык, башкирский язык, и 1 час дополнительный, как родители просят, и все. 2 часа в день. Это что? И мало того, знаете, а на русском языке? Ой, ну там постоянно русский язык. Все предметы на русском языке. Получается, если взять в процентном соотношении, получается 2% это на башкирском, а 98% на русском. А вот башкироязычные школы остались вообще? В Сибае 1 школа есть из 13. Ага, то есть как там, вот, пытаются, как вот да, при Советском Союзе. Ну, и сейчас при этом Сибай, ты подскажи еще, Альфия, Сибай это же наш юго-восток, это наша сердцевина, вот население. Угу. Это сердцевина. И там а в Уфе сколько школ всего? Сколько из них башкироязычных школ? А там сейчас такого расчета даже нет. Я по такой статистике не смогу сказать. Я думаю, что вот 3 школы я знаю башкироязычных, но они же тоже, вот правильно Альберт сказал, остается название. То есть у нас вот есть одна святая гимназия имени Рами Гариповой, и на нее каждый год покушаются, чтобы там перевести. Представьте, это одна единственная, на нее каждый год покушаются. Представьте себе судьбу остальных башкирских лицеев.
Ну, примерно такая ситуация, как вот у нас, да, была раньше. 60 школ, из них только одна на казахском языке. Да, для Да, галочки. да, Чтобы 60, когда надо будет 61. написать, да, спектакль, да, вот показали в эту школу, вот отчитают для всего мира, что вот башкиры не ущемлены, вот у вас же есть школа, Да, да. вот Да, дети ваши. такие школы, мне кажется, надо называть выставочная школа. Да-да-да. Вот Совершенно верно. Потом, И- Ермек, смотрите, послушайте, пожалуйста, по статистике, вот вы задаете вопрос, да, к сожалению, на данный момент мы вам не дадим такого ответа точного. Почему? Во-первых, этот факт скрывается очень четко. Если взять статистику, да, то там на бумаге на цифры идут одни. Если посмотреть фактически, то они другие. И зависит от отчета для чего. Если отчеты идут куда-то в Министерство по образованию, по верхней епархии, там цифры стоят другие. Поэтому я даже не вникал, я просто посмотрел ситуацию. Если посмотреть местные власти самоуправления, администрации, которые курируют линию образования, да, там цифры другие. Ну, а фактически то, что мы видим, то это просто вот... Знаете, сверху картинка, действительно висит эмблема, там башкирский лицей или башкирская гимназия, но это только эмблема, фактически там нету башкирского ничего. Угу. Ситуация такая, увы. И ситуация не ахти. Смотрите, ребята, значит, вот сейчас проводится подготовка к организации интернет-форума в Zoom, где будут представлены все коренные народы Российской Федерации. Я его пытаюсь сейчас подготовить, организовать. Я бы хотел, чтобы как минимум 5 человек от каждой республики, в том числе от Башкирии, в нем принимало участие каждую неделю. И мы бы, обсуждая общие проблемы, потому что русификация, она одинаково бьет по Бурятии, по Якутии, по Удмуртии, по другим народам Кавказа, по Волжье, Сибири. Проблемы общие. Мне кажется, хотя мы говорим на разных языках, но проблемы у нас абсолютно одинаковые по школам, по кадрам, по отношению к республике, к автономии, ко всему. Вот вам не кажется, что вот такой Zoom-конференция на регулярной основе могла бы попробовать вывести дискуссии на более широкий уровень? Я уже сказала, рыба гниет с головы, как правительство у нас. Если у нас глава правительства живет на вторую ногу в Австрии, он, естественно, несет сюда уже второй иностранный язык немецкий, да? Да. Один башкирский язык, и введя как полилингвальные школы. Естественно, там 4 языка якобы изучается: русский, английский, там, ну, башкирский язык для галочки, как всегда, да? То есть... Что вы предлагаете? Какая у вас программа? К чему вы складываетесь? Какая повестка дня сегодня нужна Башкирии? Какие вопросы сейчас в первую очередь надо решать? Вы могли бы выделить 3-5 главных вопросов, которые бы вы поставили бы во главу угла перед общественным сообществом активистов, которые бы вы могли бы сообща, башкирское движение активистов различных движений садиться за стол переговоров, и что бы вы предложили бы? Какие бы 5 вопросов? Можно я скажу, да? Спасибо. У нас есть проект «Исторический Башкортостан». Проект, он экономическо-культурный. На сегодняшний день Россия провела демаркацию границ, да? И сама инициирует укрупнение регионов. Укрупнение регионов — это в течение 10 лет, по-моему, там 5 областей уже. Там Коми-Пермякский был пару лет назад, да, сейчас у нас идет... Но они закрывают не русские области, они закрывают автономии. 6 автономий закрыли. Ну, смотрите, для Сардынский, бурятский, Агинский, бурятский, по-моему, Коми-Пермяцкий и так далее. Ну, всегда выживает сильнейший. Укрупнение регионов. Я сама бываю в Оренбурге,
в Челябинске, так, 100 километров от нас, да, ну, здесь даже поблизости. Вот как бы другие диаспоры пришлые, да, вот крупные пришлые диаспоры, они не хотят объединяться с Башкортостаном. Они против укрупнения. То же самое я беседовала в Оренбурге с казаками, ну, как-то возле церкви с ними пересеклись. Там, я говорю, вот у нас укрупнение регионов, вот мы катаемся, хотели бы переехать, например. Там, говорит, ей не надо, сидите у себя в Башкортостане. Они не хотят укрупняться, они боятся башкир. У них какой-то страх, наверное, может быть, на генетическом уровне. А мы хотим укрупняться. И мы таким образом вклиниваемся в экономический мегапроект «Один пояс, один путь». А на каких условиях? Вы согласны будете объединиться, допустим, там Башкирия с Оренбургской областью в некую, допустим, там Оренбургскую область или в Оренбургскую губернию с потерей Башкирии своей автономии? Нет, конечно. Бюджет Оренбурга это где-то 92 миллиарда, и Башкортостана 220 миллиардов. Всегда присоединяется слабого к сильному. То есть вы за то, чтобы к Башкирии присоединилась Оренбургская, Челябинская области? Мы за укрупнение. А попутно еще и Свердловская область. Ну, она сама привалится. Они же коллегам не уйдут. Альфия, давай полный перечень выкатим. Там еще Курганская. Что-то у нас. Ну, это понятно, это задачи максимум. Каковы задачи минимум в плане, это вот вы говорите в плане, скажем так, ну такого наступления. А сегодня, мне кажется, речь идет об обороне. Выжить нации. А какая вот программа выживания, какие 3-5 пунктов перед республикой стоят? Я тоже хотела бы высказаться после Альберта, да? Давайте после Альберта. Давай, Альберт. Хорошо. Благодарю вас, что предоставили возможность именно в этом важном вопросе высказаться. Лично мое мнение, во-первых, как врач, я в первую очередь за оздоровление башкортов, за нацию. И в этой программе что бы я хотел? Я бы хотел обратиться, конечно, и башкирам самим, чтобы как можно меньше использовать продуктов и субпродуктов, которые нам заезжают импортом, экспортом, а именно развивать свое животноводство, свое хозяйство, свою культуру. И вот скажу прямо, для нас, где родился, там и пригодился. Для нас уже очень важно, для нашего здоровья, то, что растет у нас под ногами. Это уже давно научно доказано. Не нужно тратить деньги и покупать овощи, фрукты, которые заезжают к нам из третьих стран. Они для нас гидропон. Не несут никаких ни витаминов, ни минералов. Это очень важный момент для сохранения здоровья нашей нации, именно башкиров. Вот это первый пункт я внес. Очень важный. Вторым, Второе. Да, естественно, питание. Вторым пунктом я бы предложил и обратился тоже к башкортам. Не надо изобретать велосипед. Надо, наоборот, может развернуться назад, вернуться к нашим истокам, к нашим ШЖР, вспомнить именно нашу родословную, потому что в последние годы это забывается. А это очень наше наследие, оно уникально. И вот когда мы вернемся к нему глубоко, там есть те моменты, которые были продуманы глубоко вперед нашими предками. Я сейчас не буду это озвучивать, но это сделать просто надо и необходимо. Просто надо и необходимо знать свою родословную, восстановить свои корни. Они ведут именно к светлому будущему, не иначе. Кстати, многие русские украинцы завидуют вот казахам, башкирам, которые имеют в ЧЖРе память о 7 предках, о 7 поколениях. И вот в этом отношении я бы даже, если был бы, скажем так, властью, я бы ввел бы закон о том, чтобы в ЧЖРе была такая вкладка в паспорт у каждого гражданина, чтобы каждый имел такую вкладку, и они обязаны были у своих родственников найти полностью ЧЖРе и восстановить. Сегодня у нас в Казахстане очень популярны, знаете что, глубокие ЧЖРе, где мы родословную расписываем
по всем родственникам, туда включаем все ветви всех родственников. И вот это дерево, там 100, 200, 50 фамилий находится вот в такой интересной раскладушке, карте, и она практически есть по всем нашим родам. И мы даже издаем большие книги по поводу этих шежире. Сейчас у нас появился сайт большой, есть такой резерв, куда собрали шежире всех казахов. И оно такое большое дерево, несколько миллионов людей. И вот в этом отношении мы думаем, что такой проект мы могли бы совместно с башкирскими программистами сделать совместно и попробовать сделать вот такое электронное шежире и на башкиров, на всех башкиров. Это было бы интересный проект, и можно было бы его запустить как казахско-башкирский проект шежире. Очень похвально. Я думаю, что нас увидят те, кого может заинтересовать эта идея. У нас очень активные есть башкирские программисты. Я думаю, что это очень интересная идея. Угу. Что вы думаете в плане того, чтобы как вообще сопротивляться может башкирское сообщество русификации? Как они могут вообще, в принципе, объединяться для того, чтобы отстаивать свои национальные языковые права? Я скажу, да, теперь? Вот эти вопросы, они производные, я считаю, от главного. То есть, когда мы говорим, там, первые 5 шагов, я бы хотела сказать все-таки не обороны, а к свободе. Вот. Первый, самый главный шаг, вот я считаю, как устроен мир. Сначала мысль, потом слово, потом дело. Сначала мысль, то есть идея. Чтобы понимать вообще, о чем говорить и куда идти, нужна вот та самая идея. Вот. И вот нас здесь трое, вот с тобой, Ермек, разговаривает, мы же все очень разные. Каждый из нас идет своим путем, но все мы служим народу, мы служим башкирскому народу. Вот моя форма служения такая, что я вот ищу эту идею, мне кажется, я на верном пути, иначе бы я этим не продолжала заниматься. Вообще вся информация, которая есть в мире, она закодирована, она визуализирована, ее нужно распознавать. Вот. И я обнаружила, что большинство стран мира, которые так или иначе связаны вот с Англией и Великобританией, они имеют флаги в форме триколора, красный, белый, синий. Я также выявила, что вот во всем мире все проекты можно разделить, все проекты политические можно разделить на красный и белый, либерально-демократический и условно-коммунистический. Вот. А триколор нам подсказывает, что есть еще некий проект синий, который от нас, видимо, скрывается, потому что счастье где-то есть, но вот мы его никак не можем найти. Вот. Я пришла к выводу, и мы делали об этом с Альбертом, у нас была трансляция совместная, я пришла к выводу, что синий проект – это проект Урал-Батыр. Если белый проект – это проект служения самому себе, красный проект – это проект служения гегемонии общества, то синий проект Урал-Батыра – это служение человека обществу, и в свою очередь общество служит человеку, то есть вот это, оно закреплено и в наших вот, устоях у башкортов, и оно закреплено вот, в самом эпосе Урал-Батыр. Вот, и, ну вот я развиваю эту идею, ну, и поскольку нам переобуваться приходится на ходу, то есть идея, она вот в состоянии формирования, то есть Урал-Батыр, он есть. А как переложить на день сегодняшний и на форму государственного устройства, вот этот процесс, вот этот обдумывание, он продолжается. Вот. А что делать непосредственно сейчас, я тоже вот как бы готовлю вот очередное видео на эту тему. Нам сначала, вот как я думаю, что желательно выйти из старого мира, чтобы войти в новый. Мы не можем одновременно в двух мирах существовать. Хочется перейти в новый мир, более справедливый, где нет войн, где нет вражды, где человек развивается в своей свободной воле. Вот. Поэтому, чтобы выйти из старого проекта, вот это мы уже с Альбертом вот тоже обсуждали, то есть, ну, есть система такая некоторых действий, то есть вообще
отсоединиться от тех органов государственной власти, которые сейчас есть в России, поскольку, ну, почему я об этом могу говорить? Например, еще год назад, наверное, я подумала бы о том, что, ну, меня ждет уголовное преследование, но сейчас настолько все стремительно меняется, и настолько очевидно, что вот органы государственной власти Российской Федерации, или как сейчас ее переименовали на Россию уже, они нелегитимны, вот, и нам от них нужно отсоединяться. Например, вообще не обращаться, не подавать жалобы, не писать петиции, нигде не писать, что президент Путин, помогите нам, потому что когда мы пишем президент Путин, помогите нам, наведите порядок, это значит, мы его признаем президентом Российской Федерации. А на самом деле... Не, но в любом случае же они на вашу просьбу скажут, вы там держитесь. Да. Но почему-то ведь и я, в принципе, сама недавно отказалась вот от этих обращений, потому что, ну, действительно, какой-то дефицит вот, действий, хочется чем-то помочь себе и людям, и вроде бы напишешь, и стало легче. Вот. Я прихожу к выводу, что, наверное, не стоит обращаться, не стоит называть Путина президентом, не стоит называть там вот это вот... Ну, на самом деле, хочется назвать плохим словом, да, но не называть вот это Министерство внутренних дел, то есть не показывать, что они имеют по отношению к нам какие-то права. Вот. Но они все равно будут вмешиваться в вашу жизнь, потому что они будут вас считать, значит, вассалами своей какой-то окраины. Вот в чем дело. Значит, как говорится, если ты не интересуешься политикой, то политика все равно будет интересоваться. Если ты не интересуешься Путиным, то это не означает, что Путин не будет иметь власти и не будет иметь каких-то моментов и так далее. Тот же самый, значит, ваш собрат, который сейчас находится в тюрьме и чей суд скоро будет, по-моему, в Саратове, да? Арат. Да, и получается... Какая ситуация вообще с репрессиями вот в Башкирии и в соседних республиках? Какова ситуация с судилищами, с репрессиями, с митингами, с возможностью волеизъявлять свою волю, свой протест? Ну, у нас, я думаю, что два таких ярких события или процесса – это то, что в тюрьме содержится вот Айрат Дильмухаметов, это башкирский политик, он уже более года содержится, и то, что 22 мая было вынесено решение суда о признании башкирской общественной организации «Башкорт» экстремисткой и запрете деятельности. Если вы считаете нужным, мы, наверное, как бы углубимся в эти темы. Давайте. Но они разные. Какой был повод для того, чтобы признать целое движение экстремистским? Мне сказать, да? Ну, поскольку я юрист, прокуратура вынесла БО «Башкорт» предупреждение о том, что вот какие-то их действия носят признаки экстремизма. Вообще по закону 2 месяца должно было быть предоставлено на исправление недостатков предупреждения. Это мирный способ разрешения вопросов. Не дождавшись 2 месяцев, то есть они ведь имели право исправить, после окончания 2 месяцев прокуратура подала в суд на признание организации экстремистской. Судья обязана была вернуть это исковое заявление. Вот, поскольку она не вернула, а вынесла решение, то согласно законам вот этой нелегитимной Российской Федерации, несуществующей, суд второй инстанции обязан прекратить вообще это дело. Посмотрим, что будет. Ну и там очень много нюансов, если хотите, мы в них углубимся, потому что это очень показательный процесс. Вообще Башкорт – это уникальная организация. В России второй такой не было и нет. Она объединяла несколько тысяч башкортов, это общественная организация. Вот. Ну и признать ее экстремисткой, это фактически признать экстремистами весь народ башкортов. Хотя мы не все мы согласны были с деятельностью Башкорта, у этой организации были очень яркие моменты в ее положительном сальдо восстановления гиенов.
Защита Туратау была, ну, такая огромная, красивая акция. Защита башкирского языка был огромный митинг в центре города Уфы. Но и было много чего такого, что препятствовало не только деятельности самой этой организации, но и вот всему освободительному движению башкортов. Об этом мы можем поговорить отдельно, и, наверное, это очень интересно, потому что вот то, как власть подавляет национально-освободительное движение, это же алгоритмы. Они одинаково применяются в отношении всех коренных народов. Поэтому кто? Альфия, Альберт? Потому что мне есть что сказать, я бы хотела сказать. Но вот сначала предоставлю, наверное, вам возможность, да? Ну, насчет башкорт, да, то, что помним периоды митингов в защиту башкирского языка в Уфе. А так как основное сосредоточение башкир на юго-востоке, где я живу, да, организатором митинга в защиту башкирского языка в Сибае я подавала уведомление. Нам даже непонятно, как ответили. Но в итоге мы все равно собрались. Они нас не поддержали. То есть лидеры БО «Башкорт», Фаил Алсынов и Руслан Кабасов, они даже не озвучили, что мы проводим. Люди не знали. То есть те, кто мог бы приехать из дальних районов, то есть они даже информационно нас скинули. Вот я считаю так. Ну, была какая-то ревность и какие-то есть локальные противоречия, но в целом вы считаете несправедливым вот этот судебный приговор? Давайте я скажу по приговору, да? Да, давай. Приговор, но он находится за пределами законов Российской Федерации. Я вот тут как бы на бумажке написала, то есть суд обязан был иск вернуть. Затем судом разрешен вопрос о правах и обязанностях огромного количества людей. Это там и Фаиль Алсынов, и 3 человека, которые якобы были признаны экстремистами, на самом деле нет. Вот. И еще множество лиц, и они все должны были быть привлечены к участию в деле. Представьте себе, суд разрешает вопрос об их правах и обязанностях, они даже в суд не пускали. Вот. И, значит, вот есть опасения, что на основании этого решения суда будут привлечены к уголовной ответственности, но большое количество башкортов активных. Но в правовом смысле этого не должно быть, потому что в отношении них это решение суда не действует. Они не были приглашены к участию в деле, не имели возможности себя защищать. Вот. Но на самом деле по беспределу, конечно, вот это решение может послужить поводом для уголовного преследования. Вот. И что там вообще такой интересный казус? Там указали, что Фаиль Алсынов, что он, выступая на башкирском языке, там сказал что-то такое экстремистское. В подтверждение предоставили протокол на русском языке. Вот, это тоже просто смешно, потому что выступал он на башкирском, кто перевел, где тот специалист, где его подпись о том, об ответственности за ложное заключение, за ложный перевод. Вот, то есть там вот, решение суда построено вот на таких, ну, просто карикатурных моментах. Понятно. Можно немножко о суде? Вообще, судебная система Республики Башкортостан, вот если я сравниваю и катаюсь с Оренбургом, да, в Оренбурге суды 50 на 50, да, исполняют. Справедливость суд еще можно добиться. В Башкортостане 100% ты проиграешь суд, особенно если ты башкир. То есть есть такой этноцид, есть такой шовинизм со стороны. Я подавала в суд, и было заявление, что суд вел на башкирском языке. Это было 3 года назад. Мне отказали. Типа вы учились в русском, а вы учились в российской школе, типа вы должны знать, обязаны знать русский язык, и то есть и меня отказали в этом плане, да. Я писала заявление в правительство, ну, через kremlin.ru, да, вот есть по поводу МЧС, почему только для русскоязычных и для русских, да. Мне пришло ответ, МЧС будет рассматривать ваше предложение, и что с 2019 года будет оповещение на 2 языках, на русском и на башкирском. То есть, естественно, так нет на сегодняшний день. Вы могли бы сказать, сколько вообще, какая-то цифра есть? Есть ли вообще процессы на башкирском языке? Нету. Нет, я могу сказать, я многократно, я же в судах,
То есть просто, вы знаете, усмешку у суда вызывает требование выслушать сторону на языке башкортов, либо вообще вести процесс на языке башкортов. Это вызывает только усмешку суда. Именно вот это издевательство суда. И башкиры с районов, которые не понимают юридический язык, русский юридический язык, да, они вот пролетают на всех судебных процессах, прям буквально это. Их просто обманывают. Да, они же нюансы русского языка не понимают, да, я вот тоже свидетель. Смотрите, получается, вот согласно всероссийской переписи 2010 года, русские составляют 36%, башкиры 29,5%, татары 25,4%, ну, остальные чуваши, марийцы, украинцы и так далее. Получается, башкиры не составляют главной этнодемографической группы. Они, получается, уступают русским целых 7%. Вот в этом отношении они потеряли большинство, вот благодаря, наверное, переселению русских из русских областей, наверное, в период, не знаю, там, освоения каких-то там земель или там промышленное освоение там каких-то там месторождений или предприятий и так далее. Вот эта ситуация, знаете что, я вам скажу, вот в советское время, когда вот мы, казахи, были тоже, хотя и были как союзная республика, но мы испытывали очень сильное давление русификации. Мой отец говорил так: самое главное казахов, самая главная национальная идея казахов – это рождаемость. Мы должны поднять численность казахов так, чтобы мы перестали быть меньшинством на своей земле. И за счет этого, вот, допустим, у нас в семье четверо детей, и то мы не считаемся там, понятное дело, многодетной семьей. Очень много казахов именно рожало, вот как по внутреннему секретному коллективному сговору восстановить свое большинство. Вот у нас, по-моему, вот такая была в условиях империи была вот такая секретная своя национальная идея. Вот вопрос многодетности башкирских семей сегодня это актуальная тема? Мы экономически нищие, экономические мы упадки, поэтому у нас такой возможности. Это все упирается в экономику. Нас ущемляют, какие-то защиты, да, не ставят, могут на учет многодетной семьи, не работает национальная программа по поддержке многодетных, если там мам-одиночек, которые воспитывают один вдов, да. Ну, то есть, стараются ущемить по полной. И причем еще, если ты подаешь заявление на помощь, да, у тебя просто-напросто придут и отнимут детей, что ты малоимущий и не можешь. Вот как вот в Оренбурге показали же, вот на днях отнимали, они обратили заявление, отнимали детей. У нас это то же самое жесткое было и делается так. Ну, то есть, да, мы выбиваем, общественники выбивают детей-сирот, у которых есть близкие родственники, да, это только через огласку мы вот детей выбиваем. Ну, от опекунства там это, это очень жестко, это как-то совсем прям. А как вы думаете, вот вообще, в принципе, для башкиров, как и для других коренных народов Российской Федерации, стоит вопрос о том, чтобы вообще поменять в будущем формат федерального устройства Российской Федерации? Насколько сегодня он соответствует формуле, который когда-то заявлялся как союз равных народов, как союз равноправных народов? Вот сегодня такого формата, по-моему, не существует, и существует явно формат империя и колония. Он не существовал, да? Конституция СССР, Конституция России, она работала только для основной массы населения, да, это была дружба народов, интернационал, да, а вы в Кремль посмотрите, в СССР, где генсек хотя бы один татар или башкир, да, калмык. Да. В Кремле не было национала, там были только определенная группа, это же этнические, европейцы. А как давно вообще был федеральный министр башкир? Вы в России имеете в виду или? Ну да. Нуриев же, по-моему, был, да? Обобрал вообще Башкортостан из Москвы. Но позволь мне... Нуриев. Позволь мне ответить... Нуриев. А кем он был? Каким министром? Каким-то министром, который обобрал всю продукцию сельского хозяйства. То есть башкорты ездили за мясом в Москву на поезде. Он был в какие годы?
Ну, это типа нам 60-е, мне кажется, 60-е, я думаю, 70-е. Ну это получается очень давно, еще в прошлом веке. Да, в прошлом, естественно. Ермек, ты поставил очень интересный вопрос, позволь на него ответить, а? Он мимо меня проехал. Ты сказал, что вопросы рождаемости, они очень актуальны. Но вы знаете, вот, как мне сказали, вот невозможно лечить больного, который находится в газовой камере. Вот мы же находимся в этой газовой камере. Вы ставите вопрос о повышении рождаемости, чтобы достичь большинства. Но вот эти демократические процедуры, что такое демократия? Это власть народа, власть большинства. Вот эти вот лицемерные процедуры власти большинства, они пришли к нам вместе с переселенцами. Переселенцы появились в огромной массе, задавили башкортов большинством, и вместе с собой они принесли на земле Башкортостана процедуры демократии. То есть, появившись в огромном количестве, они же стали решать за нас, за башкортов, вопросы. Получается, пользуясь большинством, они демократию используют против коренного народа. Поэтому надо изменять систему, нужно отказываться от демократии. А демократия – это и либеральная демократия, либерал-демократия, и это и коммунистический проект. Опять-таки, при всем уважении к Альфие, она, мне кажется, последовательница красного проекта, но там ведь тоже демократия. Нам нужно уходить и от красного проекта, и от белого проекта, идти к синему проекту, потому что в синем проекте каждая воля имеет значение. Это власть иенов, где каждая воля имеет значение. Если ты не согласен со всеми, тебя уважают и предоставляют тебе возможность жить по-своему. Можно вопрос? И это власть вотчинников. Понимаете, у нас, вот, если мы вернем власть вотчинников, то у нас уйдут споры территориальные по земле. А что такое вотчинники? Это родовое владение землями, это как и положено, исконное. Вот, Альберт. Ну вот вы троем относитесь к каким родам башкирским? Вы могли бы сказать? Я бурзян. Я отношусь к роду Кыпчак. У меня мама Кыпчак. Салют маме. Раузаштар. Вот смотрите, если позволите, продолжу вот тот вопрос, который Рамиля начала, да. Я бы хотел сказать, вот действительно, независимо от формы правления, что это был СССР, что это был РСФСР, то сейчас непонятная ИП России какая-то, да. Здесь идет специально запущенная программа, если сделать анализ, специально запущенная программа идет именно в отношении башкиров. Я это проглядываю, чем вот переселенцы говорили, да, действительно идет специально запущенная программа на уничтожение истотных башкир путем кровосмешания, то есть те переселенцы и многонациональность, которая присутствует на территории Башкортостана, оно дало свой естественный прорыв. То есть прошло кровосмешание. Если вернуться к тем нашим истотным шежере, да, я помню, даже мой дедушка говорил, что там действительно были правила прописаны, да, что нельзя, значит, заниматься кровосмешанием, было в правилах, то есть нельзя брать там в мужья или в жены из другого народа, чем самым бы сохранился вот эта уникальная башкирская древняя кровь, которая уже генетически доказана, об этом сейчас не будем распыляться, да. Вот следующий момент насчет вотчинного права, уже исторически тоже доказанный факт, что башкиры – это единственный народ, который обладает вотчинным правом. Ермек, ты не знаешь, что такое вотчинное право? Я сейчас поясню, наверное, многие тоже не знают. Вотчинное право – это, знаете, вот именно башкиры являются истотными, истотные от слова источник или первоисточник, да, не коренной. Коренным могут быть переселенцы и родившиеся на этой земле считаться коренными. Мы считаемся именно истотными, а к истотным нам
возвращает вотчинное право. А вотчинное право это означает то, что мы имеем полное юридическое и значит, всемирное право на наследие уделами земли, которые у нас есть. Это вотчинное право у нас закреплено многими грамотами, которые были еще при Петре Первом выданы башкирам. Во-первых, да. Но последнее подтверждение вотчинного права было в 1740 году, когда было подавление башкирского восстания, когда было подавление башкирского активистов, но тогда тогда Русь, империя, что она сделала? Подавить она полностью не могла, поскольку башкиры все-таки были сильными, но они пошли на хитрую уловку. Они предложили мир, и, значит, старейшины башкир пошли, поскольку вообще в крови у башкир нету такого, чтобы вот постоянно воевать, да, скандальность, склоченность, пошли на мирный путь. И в 1740 году как раз было еще один подтверждающий документ о том, что мы добровольно присоединяемся именно к Руси, присоединяемся, и была выдана грамота об отчуждении нам наших истотных земель. И если посмотреть, действительно, дальше заходил речь, и вот эти истотные земли, они имеют огромную территорию. Туда входил и Оренбургская губерния, и территория Челябинска, Татарии в том числе, конечно, о чем свидетельствует, тоже есть немалый исторический факт, который тщательно скрывается, это каменная карта Башкирии, где она дает более 45 тысяч лет ее возникновения, но там четко обозначена граница. Многие ученые его изучали. Вот. В общем, вотчинное право понятно, да, что это означает. Ермек, я напомню, это княжество. Позвольте мне ремарку, пожалуйста. Ремарку. Вот почему целесообразно восстановить вотчинное право? Потому что те, кто переселенцами пришли на наши земли башкортов, сейчас они вместе с нами страдают от новой волны переселения. Сейчас у нас идет миграция, сейчас у нас идет опасность со стороны Китая. И вот тот народ, который сейчас живет, он тоже имеет тенденцию к замещению. То есть сейчас есть тенденция на появление новой волны переселенцев, которые опять задавят своей массой. И теперь уже они будут решать судьбу не только башкортов, но и всех, кто на данный момент проживает на этой земле. Поэтому восстановление вотчинного права, оно просто вернет все к нормальному порядку. Когда земля в сохранности, когда воля каждого человека имеет значение. Вообще, в принципе, вопрос о проведении, о создании постоянно действующего съезда башкирского народа стоит? Я могу ответить на этот вопрос? Да, ответьте, Амиля. Да, знаете, вообще вот я нахожу, что запрет деятельности башкорта, он, как ни парадоксально, он даже на пользу башкортам, потому что всякие вот организационные структуры, это структуры вот этого нелегитимного государства Российской Федерации. Они позволяют отслеживать, они позволяют выстраивать пирамиду, выстроить пирамиду, подкупить или запугать тех руководителей организации, которые находятся на ее вершине, что вот сейчас и произошло с башкортом, как я предполагаю. Вот. А вообще, в чем смысл организации, любой организации или политической партии, или, как вы говорите, постоянно действующего съезда? Это объединяются люди под единую уставную цель. Те, кто принимает уставную цель, они объединяются в организацию или в партию. А у нас уставная цель нашего башкирского народа, она прописана в Урал-Батыре. Это защита Урала и служение народу. Весь башкортский народ – это единая политическая партия, единая организация, которую, причем, невозможно обезглавить, потому что это народ. Вот этой пирамидальной структуры нет. Поэтому я вот
ожидаю, что на самом деле вот этим вот шагом, очень недальновидным шагом со стороны, ну, скажем так, Российской империи, да, ликвидации Башкорта, на самом деле, я думаю, что нам следует ожидать каких-то новых интересных форм и ускорения вот этого развития освободительного движения. Вот. А если, например, вот на основании этого решения суда начнут преследовать представителей Башкорта, это будет тоже как бы объединяющим фактором для башкортов. То есть и так, как бы сейчас не поступила Российская империя, она залезла в бутылку вот этим решением о ликвидации Башкорта. Вот я так считаю. Как вы думаете, бытовое обрусение – это сегодня реальный фактор? Вот насколько в бытовом, в семейном отношении растет национальное самосознание? Что происходит? Какие имена сейчас чаще всего дают новорожденным детям? Башкирские имена или вот, условно говоря, какие-то непонятные, не башкирские имена, скажем так, может быть даже откровенные какие-то славянские имена. Что происходит вообще вот в молодежи в плане национального роста самосознания? Или идет обрусение? Кто скажет? Ну, по Оренбургу давайте я скажу, например, да, у меня вот сын, например, учится в Магнитогорске, да, и у него друг казах, с кем они учатся, да, вернее, он с Челябинской области, он Никита. Ну, то есть обрусение идет не только у башкир, да, идет у всех тюрков. Это надо говорить. А Никита это чье имя? У казаха? Да? А казах это оренбургский казах, да? Челябинский. Челябинский казах. Да. То есть, получается, это и общая позиция, общая ситуация коренных народов Российской Федерации, и казахов в том числе. Да. А у башкиров что происходит? Вот понимаете, что я хочу понять? Относительно других народов Российской Федерации, и даже российских казахов, российских татар, российских удмуртов, российских чувашей, у башкир что происходит? Идет упадок национального самосознания, или взрыв, вспышка, или что? По-разному абсолютно. Дети чиновников, они наоборот европеизируются. Они изучают английский язык, изучают, то есть стараются в Англию на учебу, да, там, то есть и полностью качают европеизацию. Прям на самом деле. Они замуж выходят за европейцев, да, то есть они тащат сюда, а потом возвращаясь, они тащат сюда Европу, да. Мы, например, азиаты, да, вот я считаю себя азиаткой, у меня восточное мышление, вот, я как бы училась в башкирском классе, слава богу, меня обошло как бы наш башкирский класс, это наша башкирская среда, то есть там не было, пусть математика, алгебра, геометрия были на русском языке, там был башкорт теле 5 раз в день, да, башкорт әдәбияты, и мы, по крайней мере, у нас учительница вот такая патриотка была, Нархаминда, и она нас прививала вот этот вот рух. Даже если я на сегодняшний день, я считаю, что я обрусевшая башкорт. Почему? Потому что у нас не развит технический язык. Например, как на башкирском языке микроволновка, я вот не скажу. Как на башкирском языке там такой радио, какой-нибудь светильник, я тоже не скажу. Я не скажу, что такое ядерная физика на башкирском языке, да. Медицинские термины я тоже на башкирском языке не скажу. Я даже не скажу, ну, ладно, вот только единственное, что слышала, да, вот там, но аппендицит я тоже сейчас не скажу, что такое на башкирском языке. То есть у нас терминология. Поэтому я считаю, что те в деревнях еще остались у нас ребята, которые знают башкирский язык, да, ну, они, например, не хотят ехать в институты там в Россию, и у них финансов не хватает, им надо ехать в Среднюю Азию. Почему? Для того, есть ли среди вот молодежи какие идут тенденции? Есть ли тенденции вот новые современные музыкальные группы на башкирском языке, поп-музыка на башкирском языке, какие-то, может быть, орнаменты, может быть, какие-то элементы одежды? Это есть. Для картинки это есть. Пару таких ансамблей у нас поддерживается. Нет, я имею в виду именно вот, которые снизу рождаются, которые среди молодежи, которые... Дают. Низу не дают. Давайте я скажу. Ну, давай, Рамиля. Ну вот Альфия произнесла вот это волшебное слово «рух».
башкорты рождаются с башкортским рухом. То есть рух – это, вот, в моем понимании, рух – это завет Урал-Батыра, они у нас в крови, мы потомки Урал-Батыра. Это защита Урала и служение народу. Да. Поэтому обрусение идет. Я вот как бы и по личной жизни могу сказать, вы сами посмотрите, на каком языке мы говорим. Как мне сложно детей, у меня вот получился, у меня муж не башкорт был, это такая драма, вот почему я в политике, для того, чтобы это повторялось как можно реже, вот эти вот, как говорит Альберт, смешанные браки. Дети у меня чудесные, но что я могу? Я сейчас могу только башкирский рух им привить и своим внукам. Башкирский язык крайне сложный, я сама им владею, ну, как бы очень плохо. Вот. Но меня радует, что где бы башкорт ни родился, он рождается с башкирским рухом. И вот этот феномен БОО, Башкорт, Башкирская общественная организация Башкорт, она же появилась на пустом месте, до нее было Кукбуре. У нас всегда массовые общественные организации именно молодежи, потому что если, например, у других народов политическую активность проявляют те, кому там уже там, за 40, за 50, то есть это следствие жизненного опыта, то у нас политически активны с ранних пор, то есть вообще с детства, с юности, потому что мы рождаемся с инстинктом, который на самом деле является политическим. Это политический инстинкт служения народу. Альберт, что вы думаете вообще, какая ситуация среди молодежи? Вот насколько популярны башкирские идеи среди молодежи? Башкирские имена, башкирские орнаменты, башкирские элементы одежды. Вот в Украине очень сильно популярно вот среди украинской молодежи украинские прически придумывают, украинские одежды, украинские имена. И что-то они любят говорить на украинском. Среди них модно говорить на украинском языке. То есть они стараются вот национально делать модным. Да, я могу сказать, можно, да, уже? Значит, Ермек, на твой вопрос я могу ответить, что я лично тоже наблюдаю, конечно, есть обрусение, да, но я бы сказал, генетика башкортов, она очень такая сильная. Она, как вы сказали, вот по внешнему виду, да, вот по цвету кожи, все равно, когда я сам лично иду в какие-то, допустим, даже пусть в магазин или там на автомойку, машину, где непосредственно контакт идет с молодежью, да, я вижу, так как по анатомии, как врач, вижу, что это башкир, я разговариваю на башкирском языке. И мне становится иногда улыбает то, что поддерживается это. Мое вот обращение там «Хаума барда, хаума костым, халярнисек эшлейведме», да, и начинается. Мало того, вот, когда в регионах я веду прием, у меня в тенденции еще есть, веду я лекции по правильному питанию, по здоровому образу жизни, да, почему люди болеют и что сделать, чтобы не болеть. Эти лекции я веду чисто на башкирском языке. Чисто на башкирском языке, внося свой вклад. И очень много, особенно вот в Сибае много прием веду, в Баймаке, в Бурзяне, да, и там, значит, вот истинные башкорт апайлар, в основном они говорят, «Қалай матур башкорт сахиляшахым». Я говорю, мин башкорт вет, тагы нисек мин хиляшергатыш. Я говорю, я же башкирин. Это для меня родной язык. И бывают моменты, знаете, ни для кого не секрет, наверное, я заметил, что кто обладает лингвистикой, да, очень много кодов и шифр запущено на русском языке. Я же не открываю секрет, многие об этом знаете же, так ли? Если и очень выгодно, мало кто занимался лингвистикой и кодированием, да, мало кто изучил, какой, я уверен, и казахский, и башкирский, чувашский, марийский языки, да, поэтому разговаривать на родном языке это еще и выгодно. Очень и выгодно, не будет идти вот именно зомбирование через эти коды. Через эти коды не будет идти зомбирование. Ну и, естественно, все-таки
Не хочется признавать, но есть факт, что молодежь все-таки, да, оно больше поддается, но еще больше поддается этому вот даже средний возраст, когда я вижу, что башкир или башкирка у меня сидит на приеме пациент, я заполняю регистрационную карту, спрашиваю, разговариваем на башкирском языке, здесь доходит именно до графы телефонного номера и так далее. Мне надо записать ее контакты, начинает цифры, так говорил на башкирском, хоть на ломаном, но цифры начинает говорить именно на русском языке. И я всегда делаю акцент, я говорю, не башкурсайтмей. Я говорю, говорите, но есть тенденции еще вот такие глубокие башкиры, которые за 60 даже лет, да, цифры начинают говорить на русском, но когда идет цифра 0, все говорят на русском. Я говорю, 0 башкурса десять булау. Но до сих пор я еще ответа не услышал, конечно. Такая тенденция есть. И я скажу, знаете, это боль, и проблема, и такой насущный вопрос не только башкирского народа. Это боль, Ермек, ты, наверное, со мной согласишься, и казахского народа идет. Это и других народностей. А вообще надо нам брать более широко, масштабно. Ни для кого не секрет, это же специально запущенная кампания, которая именно идет вот на кровосмешание, на уничтожение. А для чего это делается? Я могу предположить только для того, чтобы именно убить вот эти гены и устои, которые для кого-то несут в виде, идут как угрозы, скорее всего. Я отвечу, почему это делает. Чингисхан. Давайте вспомним Чингисхан, который выдал ярлык на владение каждому ру. Ярлык на владение землей. Он еще выдал тамга, это родовой герб, который они таврировали свои стада, лошадей, табуны, да, и территории земли. Обычно были от рек до рек, поэтому у вас в каком-то клипе, да, там показали, кудалар едут свататься к девушке, и там тамга, тавро стоит на реке, на речке. Есть такой казахский клип, кстати. И вот эта территория была вот как раз этого отдельного ру. Каждый башкирский ру по своим шежере, благодаря 20-летней работы практически вот нашим историкам, мы знаем каждый ру, какой территорию занимал. То есть это вотчинники, да? Вотчинники, это как княжество. А вотчинное право башкир практически связали Арабские Эмираты. Они национализировали территорию АЭД и свои ресурсы распределили на всех арабов. Да? Арабов всего сколько? 12-14% населения, коренных, государствообразующих. И все этими недрами ресурсами прибыль расползается на все население, которое там живет. Ну, население в основной иерархии за арабами. То есть они распределяются. Они вот на иерархии власти. То есть, вот да, можно я сделаю поправку? То есть, вот этому Чингисхан, который выдал РУ, да, разрешение, этому процессу 800 лет. Второй раз подтвердил право пользования землей Иван Грозный, когда с башкирами договор государственным это был. Признал государство Башкир, да? Третий раз это было при Ахмед Заки Валиди, когда они признали договор с соглашением, что у Башкир была своя государственность. То есть это вот территория исторического государства, да? Вот так. Вообще, я изучал вот этот период гражданской войны. Среди всех коренных народов практически только вот башкирам удалось отстоять, сразу же поставить ребром перед Москвой вопрос о создании своей национальной армии. И они, значит, умело торгуясь, могли и у Колчака взять большие партии пулеметов, значит, и винтовок, и у красных. И они создали большую армию, там включая там минимум там 6 полков, и у них вооруженных сил было больше даже, чем у казахов. Казахи, которые создавали свою национальную автономию, Алаш-Орда, они не смогли создать вот такую большую армию. И вообще, в принципе, секретом падения казахской Алаш-Орды
я считаю, что была слабая вооруженность и неимение своей независимости по вооружению от России. И в этом плане тогда с Великобританией была слабая связь, и могли бы взять от нее оружие и так далее. И башкирам это удалось. Башкирам это удалось даже сильнее, чем татарам и казахам. И это организовали оренбургские башкиры, род Усерган. Да, потому вот что они сидели на Великом Шелковом пути. Сахмедзаки Валиди в первую очередь, да. вот он молодец, но потом... Он не начинал. Начинали другие. Были ну, во всяком случае, он был на пике, скажем так. И вот то, что башкирам потом оно растерялось, и они не смогли отстоять свою большую независимость, не смогли отстоять от большого потока переселенцев, которые потом при РСФСР, при СССР проводили в отношении всех республик, но и в том числе и Башкирии. И Башкирия не смогла отстоять перед Москвой вопрос о том, чтобы ей дали статус союзной республики, чтобы у нее была непосредственная граница с Казахстаном. Вот этот вопрос. Мы, казахи и башкиры, вместе проиграли. У нас у обоих отняли Оренбургскую область, хотя ее можно было поделить пополам, значит, башкирскую часть и казахскую часть, и иметь непосредственную границу. И там, если Башкирия получила бы союзную республику, то там уже вопрос бы пошел бы и о союзном статусе для Татарстана и так далее. Но в целом мы проиграли, и это, наверное, очень большой вопрос для историков, чтобы можно было детально, шаг за шагом этот вопрос решить. Вообще, я считаю, для Казахстана очень важно иметь с соседями, да, создать большие комиссии ученых, историков для решения вопроса вообще полного спектра исторических проблем. Например, комиссия историков Башкирии и Казахстана о всей истории между башкирами и казахами. Да. Большая группа ученых, историков Кыргызстана и Казахстана об всей истории взаимоотношений казахов и кыргызов и так далее. Теперь вот я еще один хочу вопрос поднять. В будущем, несомненно, Казахстан, как одна из независимых стран тюркского мира, имеет очень большое значение для народов коренных как Российской Федерации, так и Китайской империи. И вы, как и уйгуры, как и тибетцы, как и монголы, как и маньчжуры, в таком же состоянии находитесь подневольные народы, которые находятся под Пекином и под Москвой, которые душат коренные языки. Я думаю, что Казахстан имеет большое значение в первую очередь, потому что он находится наиболее близким для Башкирии, в отличие от Кыргызстана, от Турции, Азербайджана. Поэтому связь с ближайшим независимым тюркским государством – это Казахстан. Я думаю, что в будущем Казахстане, к которому я буду иметь все-таки какое-то отношение, рано или поздно появится внутри вооруженных сил некий аналог иностранного легиона, то, что существует во Франции, в Испании. Я думаю, что должен появиться тюркский легион, в котором должны появиться башкирские батальоны, татарские, чувашские батальоны, там, ногайские, кумыкские батальоны, где бы башкиры, они, не имея возможности внутри Российской Федерации, внутри Башкирии иметь свои вооруженные силы, они бы могли бы приехать в Казахстан, прослужить в таком тюркском легионе, в башкирском батальоне, одеть красивую башкирскую национальную военную форму, отслужить в ней 2-3 года, может быть, по Уфе пройтись в этой красивой башкирской национальной форме, под разинутые рты российских там этих ФСБшников, которые не могут ничего сделать, потому что это дружественный Казахстан, союзник России. И вот в таких условиях, я думаю, шаг за шагом мы должны помогать. Если мы не можем силой освободить Башкирию из-под российского ига, из-под русского имперского ига, то мы должны помогать всем подневольным народам в Российской Федерации, чтобы они сохраняли свой коренной язык, свои национальные школы, свой национальный дух, рух национальный сохраняли.
помогали всем, чем могли, деньгами, помогали бы проведением съездов, конференций, форумов, симпозиумов, на что угодно. Общетюркские музыкальные форумы, общетюркские конные соревнования, общетюркские какие-то национальные игры, тоғыз кумалак, что угодно, асыки, все что угодно, чтобы мы могли поддерживать в башкирах, в татарах, в чувашах, в якутах национальный дух, и это наш долг. Если бы башкиры были бы независимой страной, а казахи были бы в составе Российской Федерации, то башкиры, вольно или невольно, были бы старшим братом, дядей, не знаю, кем угодно, который отвечает за того племянника, который находится в тюрьме. Казахи раньше были в тюрьме с башкирами. Мы были с вами в той же тюрьме. Но в 91 году мы из этой тюрьмы убежали. Я политический заключенный. Рамиля знает, я не знаю, насколько вы знаете, я в назарбаевских тюрьмах сидел в 11 раз. И еще 4 уголовных срока у меня. Из-под 2 уголовных сроков я еще убежал. Так вот, я знаю, что такое тюрьма, и у меня ощущение, что если я убежал с тюрьмы, а мой брат находится еще там в тюрьме, а башкиров и татары это для нас родные братья, то мы не должны думать, вот мы независимая страна, и все, забыли про... Вот они находятся в составе Российской Федерации, все, они подневольные рабы там, и мы дружим только с Москвой. Нет, я мечтаю, для меня мечта, что когда-нибудь башкиры, татары, якуты, они освободятся, станут независимыми, большими, свободными странами, как Норвегия, как Швеция, как нормальные страны, как Швейцария. И я бы хотел очень сильно, пока этого не случилось, я, условно говоря, как старший брат, потому что я старший брат не потому, что я старше, а потому что я просто имею статус независимой страны, и я должен, обязан, находясь на воле, поддерживать того, который находится в тюрьме всеми способами, всеми своими бюджетами, всеми своими институтами, поддерживать тех людей, которые находятся в той тюрьме. Поддерживать так, чтобы у них была надежда и рух на будущую свободу. Ермек, а вы с чего взяли, что гражданин начальник вечный? Да, я тоже, Ермек, ты как-то... Мы уже почти освободились, Ермек. Мы так заслушались, но ничто не вечно в этом мире. Я понимаю. Я думаю, что это будет. Но пока вы находитесь, условно говоря, Башкирия находится и другие народы находятся в тюрьме, я думаю, что мы, вот помогают же тюремными передачками, помогают свиданиями, помогают письмами. Мы должны помогать своим братьям, которые находятся в тюрьме, помогать морально и материально. Да, в этом плане. Ты нам уже помогаешь. Ермек, но вот вопрос нашего освобождения, он свершится, я думаю, раньше, чем ты успеешь создать какие-то башкирские батальоны в Казахстане. Но в любом случае, даже если вы будете свободной страной, мы, думаю, когда-нибудь создадим совместно башкирско-казахский полк. Это будет полк дружбы, где однополчане будут служить вместе, башкиры и казахи. И когда они вырастут, они станут министрами и будут вести переговоры между Башкирией и Казахстаном, сидя за одним столом, как однополчане, а не как чужие люди. По-моему, вы тут так завернули. Тут все ФСБ, наверное, Альберт, скажи что-нибудь, Альберт. Ермек, скажи, пожалуйста, ответь. Казахстан как давно имеет независимость, автономию, суверенитет? 91-го года. С 91-го года. Ермек, я прошу не обижаться. Я не обижаюсь. Нет, я заранее попросил не обидеться над теми словами, которые я сейчас скажу. Это лично сугубо мое мнение. Вы приобрели статус свободы и суверенитета, да, но, на мой взгляд, это только именно слова. Почему? Если взять фактически, да, Ермек,
наши насущные проблемы именно здесь и сегодня, которые есть у башкортов, да, они есть также у казахов. Вот Согласен. об Русине мы говорили, да, вот эта вот нехватка национальных школ, да, и там, если идти, то не хватит пальцев, очень много. Вот поэтому я абсолютно не вижу разницы между башкортами и казахами, потому что Ну, немножко есть разница. Мы не воспользовались своей абсолютно независимостью. Мы фактически позволили иностранным я олигархам просил не захватить всю обижаться. экономику. Нет, 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 все правильно, все правильно. Мы доверились, мы не смогли свергнуть олигарха своего главного Назарбаева, который все распродал налево-направо. И мы находимся под повторным игом. И наша независимость, она кажущаяся, она Вот, полумифическая. Да, я с вот. вами согласен. И Она если, допустим, образная. да, она образная. Но все-таки, несмотря на это, условно, если, вот, допустим, сравнивать на примере школ, да, если, допустим, башкирских школ 5%, то у нас 60%, и у нас не 100%, но мы чуть-чуть отличаемся. И в этом отношении независимость дала толчок национальному духу, руху казахов в этом отношении. И мы пусть недалеко отошли, но немножко отошли. Я уверен, что Башкирия, будучи независимой страной, она бы сделала гораздо более сильные шаги, чем казахи. И в этом отношении вы, обретя независимость, быстро догоните и перегоните казахов во всех сферах. А мы будем не отставать от вас. Спасибо, Ермек. И все же, если вы позволите, я договорю. Давайте, в завершении. Да, вот в отношении, что действительно ваш суверенитет это образный, но это никоим образом не умаляет ваше достоинство, ваше признание. Мы очень люди миролюбивые, уважающие. Мы обязательно будем дружить, обязательно будем помогать друг другу. Это даже, я думаю, не обсуждается. Но дело в том, что я все-таки больше склоняюсь к тому, что есть у нас общая проблема, что у казахов, что у башкир, что у других народностей, да, это проблема, я бы сказал, получения абсолютной свободы и абсолютной воли, потому что люди Земли все, да, рождаются абсолютно свободными и абсолютно вольными. Только потом, в результате ловушек хитро расставленных, мы подпадаем под какие-то зависимости политические, там, да, экономические или вынужденные зависимости. То есть я считаю, все-таки нам надо направить нашу энергию, нашу силу совместно именно для того, чтобы добиться абсолютного права, абсолютной воли и абсолютной свободы. И знаете, вот я бы хотел посоветовать вот участникам и те, кто видит нас, да, все-таки более 70 лет назад был написан замечательный документ, потому что мы вот как бы 70 лет шли, да, и мы пришли к тому, да ни к чему, если сказать, мы сейчас сегодня уже вот говорим же, что находится в таком состоянии, да. Оказывается, я все-таки, мое мнение, не нужно изобретать велосипед, да, обратиться вот Всеобщая декларация прав человека, которая написана 10 декабря 1948 года. Вот там есть, по моему мнению, очень много моментов, которые мы можем наметить. Это следующей темой нашей конференции, если не возражаете. Да, я не возражаю. Но я надеюсь, что вы присоединитесь к межреспубликанскому конференции в Zoom, где все народы, мы можем провести отдельный Zoom всех коренных народов Поволжья. По 5 человек от каждой республики мы можем встретиться все вместе. Чувашия, Татарстан, Башкирия, Башкортостан, Удмуртия, Мария, Мариэл, Мордовия
И мы можем, в принципе, поговорить об общих проблемах Поволжья, и экономических, и национальных, и языковых, и так далее. А потом, я думаю, можно такой форум провести всех коренных народов Российской Федерации в Зуме, 30-40 народов, поговорить о проблемах и проводить его регулярно, и шаг за шагом выработать документы, которые будут устраивать каждый народ, каждую республику, и создавать единый фронт против московской политики по русификации, по кадровой русификации, по языковой русификации, по школьной русификации и так далее, и так далее. Я думаю, такой вопрос нужно шаг за шагом работать и вместе сотрудничать над этим. Я думаю, Казахстан должен нести тоже свой вклад, а когда мы скинем, скажем так, своего казахского Путина, я думаю, мы этот вопрос будем решать более сильной, более быстрыми способами, чем сегодня. Рахмет сегодня за большой разговор. Я думаю, это наш первый коллективный круглый стол, и мы будем активно участвовать в этих процессах. Рахмет сізге. Рахмет сізге. Рахмат. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сау болыңыз.